Битва за Кавказ – второе по продолжительности и одно из самых кровопролитных сражений за всю войну. Фашисты пытались захватить Северный Кавказ более года. Наступление немецких войск проходило под кодовым названием Эдельвейс. Под натиском врага буквально за месяц пали Ставрополь, Краснодар, Армавир, Майкоп, Элиста и Моздок. Битва за Кавказ принято разделять на два этапа – оборонительный и наступательный. Первый с начала битвы – это до декабря 1941-1942 года, и второй этап – это начало января по 9 октября 1943 года. И командующими этих войск были в южном направлении был Малиновский, в северокавказском направлении был Буденный и в закавказском направлении был Тюленев. Главной целью кавказского наступления для немцев были захват нефтяных месторождений. Они хотели парализовать базы Черноморского флота, добиться господства на Черном море. Тем самым захватчики планировали открыть дорогу для вторжения на Ближний Восток. В техническом плане силы немецкой армии преобладали в 9 раз, но не всегда цифры играют решающую роль, как и в данном случае. Со стороны вражеских войск, помимо Германии, участие приняли и другие страны Европы. Это Румыния, Словакия и Италия. И по количеству человек Красная Армия уступала в несколько десятков тысяч по численности техники. Десятки раз. Перед советскими войсками стояла сложная задача – остановить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для наступления. Важную роль в битве сыграла Малгобекская оборонительная операция. Малгобек, где добывалась высококачественная нефть, представлял большой интерес для немецкой армии. От приближающегося противника нефтяной район охранялся не только армией, но и нефтяниками и малгобекчанами. Труженики тыла выхаживали больных, рыли окопы, кормили солдат. Понеся большие потери, молодой Малгобек выстоял. Малгобек, вот совсем молодой город был, да, на тот момент основан в 1933 году только. И это был нефтяной город. И малгобекчанам самое тяжелое, наверное, все-таки было то, что им созданные ихними журками нефтяные скважины, им пришлось взрывать, уничтожать с целью для того, чтобы ни 1 килограмма нефти немцы не смогли добыть оттуда. Битва за Кавказ длилась 442 дня. Она стала источником развития отечественной военной науки. 21 участник битвы были удостоены звания Герой Советского Союза. Также была выпущена памятная медаль за оборону Кавказа. Ею были награждены около 900 тысяч человек, в том числе и основатель музея краеведения Туган Мальсагов Тамара Цычоева и Алаудин Имагожев, который ушел на фронт, будучи офицером. Командовал он эскадроном. Боевое крещение он получил под Таганрогом в составе отдельной кавалерийской группы, командуя эскадроном. Шли ожесточенные бои. Несмотря на это, враг наносил удары один за другим. Советские войска отражали атаки 3 суток. В этих боях Алаудин был ранен. Позже Алаудин Имагожев снова вернулся на поле военных действий. Воевал на Сталинградском фронте, освобождал Кёнигсберг. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда. Но главной медалью была, несомненно, за защиту своей малой родины и всего Кавказа. Муслим Ганиев, Малика Измайлова, Мухаммед Белакиев. Новости 24.